Здравствуйте. Сегодня мы возвращаемся вновь к теме строительства жилья в столице нашей республики, причем не только нового, что в общем-то естественно, но и того, в какой стадии находится решение проблемы с обманутыми вкладчиками социальной инициативы. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Вопрос о преемнике главы алмазной компании «Алроса» вступил в фазу согласования преемника нынешнего президента Ничипорука. По неофициальной информации, Якутия предлагает на этот пост нынешнего премьера Егора Борисова. Впрочем, скорее всего, это все-таки тактический шаг, предлагая заведомо непроходную для Москвы фигуру. Якутия, скорее всего, как бы готовит для себя запасной плацдарм, куда можно будет отступить в обмен на как бы компромиссную фигуру. В данном случае речь идет о гендиректоре инвестиционной группы «Алроса» Выборнове. Хотя и его шансы в Москве тоже, можно сказать, никак не оцениваются. Что касается действительной кандидатуры на пост преемника нынешнего президента Ничипорука, то считается, что она будет согласована к концу февраля месяца. Министерство юстиции России вывело нарушителей финансового законодательства в российских регионах. Якутия, увы, оказалась в сомнительной роли лидера. У нас за прошлый год было принято 136 документов, которые не соответствуют федеральным нормам. А что касается наиболее законопослушного региона, то им оказалась Республика Коми, если иметь в виду республики. Юристы насчитали там всего только 5 нормативных актов, которые не соответствуют федеральным законам. Накануне вечером стали известны финансовые подробности чемпионата России по боксу, который, напомню, пройдет в нашем городе в мае месяце. Так вот, смета расходов на его организацию и проведение составит 18 миллионов рублей, 4 миллиона из которых это бюджетные средства, а остальные спонсорские взносы. И еще о спорте. Вернее сказать, о физической культуре. Накануне завершились соревнования сборных команд администрации президента и правительства нашей республики и сборной команды глав муниципальных образований. Победу с явным преимуществом одержали чиновники из Дома правительства номер 1. Они оказались сильнейшими в таких видах, как пулевая стрельба, шашки, настольный теннис и перетягивание каната. А что касается сборной глав муниципальных образований, то они смогли выиграть лишь соревнования в волейболе. Заместитель главы столичной администрации по строительству Василий Захаров сегодня провел совещание по вопросам обманутых вкладчиков социальной инициативы. По словам руководителя представительства этой корпорации в нашей республике Сергея Семенова, вкладчики инвестировали в строительство своих квартир без малого 200 миллионов рублей. На 3 площадках большая часть этих денег уже материализовалась в незавершенное строительство. Однако право собственности на эту незавершенку теперь оспаривают другие фирмы. Разбирательство в арбитражном суде пока на стадии предварительных слушаний. Сергей Семенов также сказал, что по одной из площадок проблема возникла из-за нечистых на руку бывших работников самой социальной инициативы. Те оформили собственность на незавершенку не на социальную инициативу, а на фирму, в которой теперь работают сами. Самый большой проект корпорации – строительство 203-го микрорайона. Из 90 миллионов рублей, заплаченных населением, 17 уже израсходовано на проектные работы. Однако начать стройку нельзя из-за отсутствия достаточных средств. По словам Семенова, выйти из этого тупика можно, подняв привлекательность проекта для инвестора. А это затруднительно, так как летом истекает срок аренды земельного участка. Так что властям предстоит принять непростое решение. Честно признаюсь, мне с трудом верится в то, что найдется такая фирма-инвестор, которая бы согласилась начать застройку 203-го микрорайона при условии, что целый многоэтажный многоквартирный жилой дом она безвозмездно отдаст тем самым обманутым вкладчикам социальной инициативы. Однако в мэрии на эту перспективу смотрят достаточно, скажем так, оптимистично. Вполне может быть, что это только с моей такой обывательской, что ли, точки зрения в это трудно поверить. Действительно, это все-таки многомиллионный проект. Однако в мире больших денег и больших расчетов вполне возможно, что действуют какие-то свои стереотипы и свои неписанные законы, которые как раз и обнадеживают чиновников столичной нашей администрации. А вот в продолжение этой темы, жилья я имею в виду, давайте взглянем на эту проблему с другой стороны.
Ну, в общем-то, большинство из нас, из тех, я имею в виду, кто не попал в число обманутых вкладчиков социальной инициативы, этот вопрос интересует с другой стороны, стоимости этого самого жилья. Она постоянно растет, динамика постоянно восходящая, что было в прошлом году, возможно, будет и в этом тоже. Примерно на 20-30% в среднем по российским регионам цена одного квадратного метра поднялась за прошлый год. Так вот, что же будет в году текущем? Что касается города Якутска, я думаю, что динамика она сильно не изменится. В общем, в России где-то рост идет в среднем, за исключением крупных городов, порядка 20-30% ежегодно рост стоимости жилья. Я думаю, что наш город тоже не исключение, где-то в этих пределах будет. Другое дело, что мы в этом году большие делаем заделы по строительству жилья. Вот, достаточно раза в полтора больше будет, значит, жилья у нас строиться. В соответствии с программами, нашими программами строительства республики, я думаю, что скачка роста цен не будет, но в пределах 20-30, с учетом годовой инфляции, я думаю, все равно это роста нам не избежать. Другое дело, что за счет строительства социального жилья, за счет строительства жилья силами предприятий на условиях соинвестирования, возможно, как-то рост цен будет сдерживаться. Но я думаю, все равно в пределах 25%. Это уж естественно такой процесс. Вы знаете, когда российские эксперты анализируют то, что происходит с ценами в столице, например, я имею в виду в Москве, то там довольно часто есть такое составляющее, что бюджетная закачка всегда провоцирует рост. Вы сейчас сказали, что в этом году будет увеличено инвестирование как раз в жилищное строительство. Ну, примерно 2 раза, получается, и цифры такие. Не приведет ли это действительно к большему росту, чем в прошлом году, например? Вы знаете, я думаю, что это вообще сложнейший такой макроэкономический процесс, и нам, значит, специалистам, которые занимаются микроэкономикой, трудно это, значит, предугадать. Но я из собственного опыта скажу, что Москва это и Петербург, этот рост, это больше связано, наверное, с ажиотажным спросом, первое, да. Второе, наверное, было там, предполагаю, что какое-то было некое такое картельное соглашение. Сговор. Сговор, грубо так скажем, да. Помните, как-то у нас махом одним поднялись цены на сахар? Да, сразу. Было понятно, что это же был просто сговор производителей, да, российских. Вот. То же самое и здесь. Но, слава богу, у нас все-таки в республике все-таки свой рынок, он в какой-то мере регулируется государством за счет вложений. Но не думай, что вот эти, значит, программа доступности жилья, она приведет к такому неестественному увеличению, да, в стоимости жилья. Все равно это будет в пределах 25%, 30%. Одной из составляющих, вот, что влияет на стоимость, это соотношение спроса и предложения. Вот если взять с точки зрения предложения, то есть мощности строительной индустрии Якутска, они сейчас насколько загружены? Ведь не секрет, что если они загружены полностью, то есть предложить нечего, соответственно, цены должны будут расти. Так вот, загрузка сейчас у нас сколько составляет? По моим данным, насколько вот мне известно, это загрузка порядка 50-60% загрузка комбината. Всего? Да, всего. Другое дело, что мы должны, проблема в одном только, проблема, значит, в технических условиях. Возможности города в обеспечении водой и водоотведении ограничены. Единственное, только это сдерживает. Значит, нужны дополнительные вложения. Значит, дополнительная, значит, нагрузка на стоимость квадратного метра. И чтобы этого избежать, мы должны придумать некие финансовые механизмы, которые могли бы отложить, значит, нагрузку на квадратный метр на какие-то 10-15 лет. Для того, есть это так разложить поровну? Разложить поровну на ближайшие 10-15. То есть нам нужны длинные деньги. Раз нужны длинные деньги, значит, нам надо работать с финансовыми институтами, с кредитными организациями, с банками. Что вы делаете? И мы делаем, и правительство, я понимаю, что этим занимается. И я думаю, что это один из выходов. Это же на уровне федерального органа и на уровне программы ФЦП жилища должно решаться таким образом. 15-20 лет должна стоимость жилья раскладываться на стоимость квадратного метра за счет, значит, за счет инвестиционной надбавки к тарифу, который мы будем все жильцы платить ежемесячно. Потихоньку. Потихоньку. Нагрузка, может, предположим, там, на 100 рублей там, будет каждый месяц каждого, значит, жильца. Там, вот, и таким образом.
деньги могут быть возвращены в достаточно быстрый срок. Примерно через 2, может быть, 3 недели будет завершена разработка программы жилищного строительства на 2007 год. И тогда станет ясно, каким образом наши строители, ну и наши чиновники тоже, откликнутся на призыв главы государства. А он прозвучал, напомню, на заседании Президиума Госсовета в Казани. Так вот, каким образом они откликнутся на призыв увеличить темпы жилищного строительства в 1,5-2 раза. На сегодня все. До свидания.